Можно я Тимуру вопрос задам? Тимур, с нашей прошлой беседы, в общем, когда ты отрицал оккупацию, поменялось ли у тебя отношение к России в целом? Не к России, а к оккупации. Я неправильно выразился. Ну, я не считаю, что сейчас есть оккупация. То есть вот в современных условиях, как сейчас общество, собственно, выглядит, и это не ощущают даже люди. Я думаю так, по моим наблюдениям. А в принципе, ну, ты же тогда тоже отрицал принципиальную оккупацию, что не было никакого вторжения. Ну, в 19 веке там, я считаю, что культурная, языковая там оккупация, ее можно назвать так, но это участь любого маленького народа. Он вынужден, то есть у него нет шанса вот выжить в таких условиях. К тому же в нашем регионе. Соседями такими, как Россия, да, нету, ты прав. То есть, а вот сейчас по факту, спустя 200 лет нахождения в стране, в общей стране, я думаю, вот на данный момент эта оккупация не прослеживается. На самом деле нигде на Кавказе не прослеживается. Не только у нас. А можно вопрос, что ты вкладываешь в смысл оккупации? И есть ли на свете на сегодняшний день оккупированные народы? Ну вот, если аналог взять, допустим, палестинцев, то есть для них неприемлемо, да, то есть они борются, это явно видно, что оккупация, они люди второго сорта, их убивают. То есть такой аналогии у нас нет. То есть ты имеешь в виду, что у нас не было борьбы, у нас не убивают? У нас нету ее сейчас, я говорю, даже на ментальном уровне. Даже в нулевых то, что было, было другое. Ты хочешь сказать, что все палестинцы, они единодушны в сопротивлении? Нет, не все. Сколько процентов палестинцев сопротивляется? Я думаю, 50%. Я тебя удивлю, если скажу. Ну, скажи сколько. 2%. Ну, давай так, возьмем Газу. Понимаешь, в чем дело? Когда я тебе говорю ментально. Ментально палестинцы, даже беженцы, палестинцы, которые в Иордании, в Ливане или в мире, они ментально даже не принимают Израиль. То есть это у них на ментальном уровне неприятие. Да, есть палестинцы, которые живут в Израиле, они получили израильские паспорта, да, спокойно проживают на территории Израиля. 1,5 миллиона их примерно. Да, вот. Если мы сейчас говорим о текущей оккупации, во время текущей оккупации, вот здесь и сейчас в моменте, да, ты правильно говоришь, люди, как правило, не принимают и не приемлют оккупацию. Сопротивляется очень небольшое количество, как правило, как ты знаешь. Но когда уже оккупация произошла, и люди уже взяли паспорта, вышли на работу, получили... Ну, почему они это делают? Вот тебя оккупировали. Получается, что я не могу выйти на работу, я не могу получить зарплату на карту, потому что у меня нет паспорта. Я поэтому не могу не получить паспорт, потому что у меня не будет ни банковской карты, ни прав никаких. То есть и факт остается фактом, я на этой территории. Вот я пошел, взял паспорт, получил банковскую карту, вышел на работу, работаю в этой стране. И прошло там, грубо говоря, 10, 15, 20, 30 лет. И все, уже считается, что этой оккупации не было. Правильно я понимаю, по твоей логике? Ну, сейчас уже война закончилась, вот захватили Газу. Все люди, которые 2 миллиона живут люди в Газе, они получили израильские паспорта, пошли на выборы, провели референдум. Так в том-то и дело, что это уже не оккупация, правильно? Они же не берут эти паспорта. 60 лет они их не берут. Жители там Восточного Иерусалима, они до сих пор не взяли никто паспорта. То есть они готовы жить в таком Смотри, территории, которые оккупированы уже по факту и включены в израильское государство, они получили израильские паспорта, либо уехали. Нет, не все. Вот Восточный Иерусалим? Нет, смотри, там есть два разных категории. Есть подконтрольные территории, а есть включенные территории, то есть анклавы. То есть анклавы, которые окружены израильским государством, но внутри они считаются еще до конца не оккупированными. Ну вот смотри, Ансар, которые в Хайфе живут, вот в этих городах внутри Израиля, они все взяли паспорта.
те, которые на Вот западном сейчас берегу. давай на этом месте. Мы сейчас не об этом же. Если мы сейчас об этом начнем разговаривать, нам 2 эфира не хватит. Вот Да. Хайф, они взяли паспорта. Хайф Да. оккупирован? Ну, теоретически, ну, если юридически, то есть брать с разделением Нет, ООН, Хайф оккупирован или нет? ну, в глазах палестинцев, да. Ну, все тогда, нет проблем. Просто, это я только хотел узнать. Потому что то, что если ты признаешь Хайф оккупированным, логика разрывается именно с Кавказом. Потому что Кавказ оккупирован по-любому. Хочешь ты этого или нет, он оккупирован. Оккупация прошла, поколения прожили, люди поменялись, взяли паспорта, взяли гражданство, ментальность поменялась. Это все понятно. Мы же не отрицаем, что прямо здесь и сейчас война не идет. Но факт оккупации, отрицать его все-таки, я считаю, не совсем целесообразным. То есть, если исторический момент брать, то есть вот 19 Да. век, когда непосредственно конец 18 века, когда Россия к Тереку, к Владикавказу основывает Владикавказ, там тоже очень противоречиво все. То есть там, понимаешь, до прихода русских у нас непростые отношения там с кабардинцами. То есть у нас земельный голод. Подожди секунду. У нас это у кого? У ингушей конкретно. Неправильно. У Не всех было горских такого народов, понятия. я тебе даже больше того скажу. Ты правильно сказал. Не было такого понятия, как единый политический субъект, как ингуши. Не было, конечно, не было. Были общества, которые имели договоры с кабардинцами и с кумыками. Допустим, орстхоевцы приняли ислам и с кумыкским князем имели договор, жили себе, никаких проблем не было. Когда в 1770 году даже в окрестностях Ангушта был договор, орстхоевцы частично не участвовали. То есть часть ближе, которая участвовала... Не только орстхоевцы, но и многие горные общества не участвовали. Нет, горные общества, смотри, это горные, это мы вообще не обсуждаем. Ну, в общем, это сейчас история, мы зайдем глубоко. Нет, мы заходим туда, потому что ты, смотри, ты обобщил того, чего нет. Ты сейчас категориями 21 века рассуждаешь, говоря, что ингуши приняли, ингуши не приняли. В то время как такого понятия ни политического, даже этнического такого не было, как ингуши. Не было. Ты согласен со мной? Да. Были общества. Кто-то имел договор, кто-то не имел договор. Совершенно кто-то верно. согласен, кто-то не согласен. Да. Поэтому если кто-то даже добровольно, с полной любовью какое-то общество, вот русские, вот они наши господа, хотя такого не было, мы знаем. Такого не было, да. Даже если мы сказали, какое общество на этом было, но оно не распространялось на рядом лежащее общество. Допустим, ты знаешь, поход на Аршты, 1825 год. 1830-й, абхазов. Не, 30-й потом, 25-м, поход на Аршты, поход на Яндыри, потом Абхазово в 30-м году. Это же не были просто походы, это были экспедиции с целью насильственное приведение к присяге. Правильно же? Да. Есть аналогия. Разница в Хайфе, который ты сказал, и вот в том же Яндере, или в том же Аршты, или в том же... Мы не говорим сейчас за Назрань. Хорошо, ладно, уберем Назрань, уберем вот эти теречные районы все. Вот пример я имею в виду, что... И разница в чем, что там Хайф... Ну, хорошо, сегодня они газу заберут, через 100 лет мы скажем, что не, оккупации газа нет. Ну, не скажем мы такого. Мы не скажем, но важно будет то, что сами палестинцы скажут. Как они ментально будут себя ощущать. Абсолютно не согласен с тобой. Я тебе больше скажу. Смотри, если вдруг кто-то внушит кому-то, что его сын не является его сыном, от этого он перестанет быть его сыном. Не перестанет он. То есть факт остается фактом. Можно переубедить кого угодно, что это была не оккупация, что это была добровольная, там, что угодно. Что угодно можно убедить человека, но факт ты исторически не поменяешь никак. Ты согласен со мной? Ну, хорошо, я тебя тогда опять верну в 91 год, осень, когда у ингушей есть выбор, они проводят референдум и вступают в Россию. Они заключают федеративный, но сам договор не был подписан. Ну, входят в федерацию с полномочиями, республикой и так далее. Вот очень важный момент. Ты сам сказал, с республикой, с государством. Да. Ингуши это расценивали как государство с федеративным договором. Совершенно верно. Во-первых. Во-вторых, они рассчитывали, что это будет своей полицией, своей армией, своими там структурами власти, своим судом конституционным, который будет мочь
Ничего себе, Аушу хотел оружие дозволить. Ну, Паспорт первые разделялся, годы паспорт. примерно так и было. У нас это в Да. Конституции до сих пор стоит в Ингушетии. Многоженство хотел разрешить. Внутри российского паспорта вложение было, то есть половина Вкладыш паспорта был, да. половина на ингушском языке, вторая Да. часть паспорта была. Ты же понимаешь, где этот уровень и где уровень сейчас? Есть такое понятие, как узурпация власти. Это тоже считается оккупацией. Даже если мы сейчас возьмем, я абсолютно не приемлю даже такую форму, но если даже эту форму мы сейчас возьмем, ее тоже сейчас нет. Ну Ты вот понимаешь это? в чем один существенный момент. Протеста с нашей стороны же не было. То есть мы вошли добровольно. Протеста не было. Знаешь почему? Почему? Вот смотри. Вот ты в тюрьме, не дай Аллах, оказался. И рядом человек, буйный такой. Зашли, избили, уничтожили человека, распилили перед тобой. И теперь тебе говорят, тебе нравится в тюрьме? Ты говоришь, шикарно просто, отлично. Вообще никаких претензий нет. А потом человек приходит и говорит, почему его держите? А второй говорит, Тимур, например, ему тут нравится. Он же не бунтует. Понимаешь? Вот здесь ситуация такая. Нас наказали жестко за то, что мы потребовали собственные права в 92 году. Нам так показали, что нам мало не показалось. Потом нас добили еще тем, что вот рядом наших братьев просто с землей сравняли. После этого мы до сих пор не оправились. Даже сегодня, когда мы говорим «Маршал, Езвень», это боль, это рана, она просто так не заживает. Люди в ужасе до сих пор. Это в том числе рациональный расчет. Но я тебе говорю, Ансар, это тема отдельного эфира. Согласен с тобой. Подготовиться и хорошо его, свои доводы провести. Согласен, Тимур. Я готов с тобой на эту тему разговаривать. Когда вы будете готовы? Я готов в любое время. Я тоже готов в любое На время. дебаты. Ну, давайте в Давайте следующую пятницу. следующую пятницу. Подготовьтесь оба. Да, Нет проблем. давайте. Это будет интересно послушать.